Усім прывітанне, з вами ізноў Кузьміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, нарэшце дачакаліся. Да нас далучыўся, хто б вы падумалі. Кавалер ордэна брытанскай імперыі. Тут можна было працягваць там двойчы героі там і гэтак далей, карацей кажучы. А калі казаць пра тэатральныя ўзнагароды, то там не толькі двойчы, а там можа быць 33-тройчы герой розных там перамог і гэтак далей. Карацей кажучы, арт-дырэктар беларускага свабоднага тэатра Мікалай Халезін. Прывітанне, Мікалай. Прывітанне. Ну, я адразу адкрыю сакрэт, что Миколай до нас долучыўся с далёкага сонечнага Нью-Йорка. Это у нас зараз тут у Варшаве 14, у Мінску 15 і Вільні, а у іх там 8 гадзінаў раніцы. Вот бачыце, на што гатовы ісці творчы чалавек, які прывык спаць до 2 гадзінаў дня, каб падняцца ў 8 і прыйсці до нас у эфир. А што вы, дарэчы, робіце ў Нью-Йорку? Раскажыце-ка нам. Готовим премьеру, готовим всесветную премьеру. Это спектакль KS Small Forward, легкий форвард. Легкий форвард — это амплуа баскетбольная, в котором выступала Катерина Сныцина. Наша гордость, наша любовь, наша звезда белорусская. Да и не белорусская, а европейская звезда. Миколай, я прыгадываю наш з вами апошні эфир. Даўно гэта было, дарэчы, вот моя недапрацоўка, але вы тады толькі намекнули про тое, что вы рыхтуеце новую постановку, новый спектакль на спартовую тэму. Але хто будзе галоўным, так сказать, актор, хто вы выконваць галоўную ролю, тады как бы так типа намекнули, не сказали. Я тут адразу, ведаючы ваши сяброўскія адносіны са Сныцінай, закінуў, відаць, яна. Халезін так хитро, вот так, як зараз, вот так тады усміхнуўся, но нічога не адказаў. Ну уже ж пайшло, что ўсё зразумела. Сныціна, дарэчы, стукнула туды яна вам баскетбольным мячом за то, что это... Нет, у меня же... Она-то не против того, чтобы я много говорил, а у нас же просто, когда до того, как, допустим, если ты мировую премьеру играешь где-то, то у тебя идет все время согласование. Так получается, что мы хоть и хозяева своего дела, но ты с партнерами должен работать уважительно, и пока они не готовят такую пресс-конференцию, которая пойдет по всему миру, ты не можешь объявлять ни участников, ни суть проекта. Ты можешь так только намеками и существовать. Поэтому все делается одновременно. То есть одновременно ты объявляют твои партнеры, и эта информация идет под контролем большого количества всяких медиа-менеджеров. Потому что туда слетаются многие люди, это целая всегда процедура, особенно 2 дня вот этих пресс-найт, это когда собирается вся пресса мировая, и ты понимаешь, что в этот момент, как бы вот ради этого момента, собственно говоря, все и держалось в таком секрете. Но секрет, конечно, тут полишинеля, потому что ты тогда намекнул, а все медиа подхватили, и как бы сомнений-то ни у кого не было. Тем более, что она объявила за год до этого о завершении карьеры, и все это сложилось в такую огромную работу, когда нам захотелось сделать что-то уникальное для мира. То есть мы запустили мировую звезду баскетбола прямо с большой игры, прямо в большую театральную игру. И это, конечно, испытание то еще. Миколай, а давай трошечку вернемся у гісторыю. Наколькі я ведаю, вось штосьці ў гэтым накірунку, вот, ну так вот нешта прыцягнуць троху спорт на сцэну, гэта даўно была у цябе такая ідэя. Як увогуле гэта супала у вас, як нарадзілася, як вот канцэпцыя была створана? Это вообще, да, мы давно думали о спорте, но у меня всегда было, я даже работал со многими британскими футбольными экспертами, обсуждая то, какая могла бы быть футбольная история на сцене, потому что какую-то хочется рассказать прям футбольную историю, чтобы получить в зал не только ценителей театра, но и футбольных болельщиков.
То есть такая амбициозная история, и вот она еще все равно не отпускает. А когда Катя пришла ко мне в эфир программы «Перетрем с Халезиным» кулинарной, и до этого, еще когда не существовало этой программы, она сказала, я говорю, слушай, а почему ты еще до сих пор не сделала камин-аут? Ты же как бы, то есть тебе-то что? То есть тебе же никто она просто говорит, да я как-то просто на эту тему не говорила, а на самом деле я готова, но я сделаю тогда, когда ты запустишь какую-то программу. Я сделаю это с тобой. Потому что я знаю, что ты к этому бережно отнесешься. И на самом деле так и получилось. Вот появилась программа, потом она пришла в эту программу, но получилось все не очень просто, потому что вместе с ней был пастор протестантский. И он еще такую... когда я говорил, что вот представь, еще Катя не пришла в этот момент в эфир, и я говорю, а вот представь, если твой сын приходит и говорит, папа, я гей. И он шутя сказал, я его перееду танком. И это цитата, которая была сказана, ну, конечно, шутя. То есть, но, тем не менее, эта же цитата очень так привлекла всеобщее внимание. Ну и с Катей я просто сказал, почему я готовлю именно это блюдо. Она сказала, наверное, потому что его больше всего любит моя жена. И на самом деле вот такой случился камин-аут. А дальше мы уже знали, что она заканчивает карьеру. И вот эта идея сделать про нее спектакль, сначала это было просто разговор про спектакль, что почему бы не сделать такое моно-соло-спектакль, где она бы рассказала свою историю, а потом мы поняли, что нам нужно делать дубль такой серьезный дубль. Это одновременно спектакль с большой мировой премьерой и одновременно документальный фильм. И мы начали снимать фильм. И вот тут произошло чудо, которое на самом деле иначе как чудо не назовешь. Мы решили снимать весь ее финальный год, такой год завершения огромной карьеры, то есть 38 лет человек играет блестяще, и молодые девочки, там 20-летние, говорят, как ты в такой форме, почему ты бегаешь больше нас, почему ты сильнее, и это было, на самом деле, еще казалось, что она может еще играть и играть. Но в итоге она сказала, нет, все, я ухожу, мы начали снимать, и в клуб London Lions, который мы понимали, что он заберет там 3-4 трофея за этот год, он забрал 5 трофеев в итоге за этот год, и когда они вылетели из Лиги Европы, из Евролиги, то попали в Еврокап, то есть это Кубок Европы, и это приз, который никогда не давался Снытиной. За кого бы она ни играла, они никогда не могли его победить. При том, что она является в Еврокап третьей в истории, третьим форвардом по количеству набранных очков. И ближайших преследователей там нет. И вот как бы начинается Еврокап, наша съемочная группа ездит за ней по городам и весям, где они играют, и начинают четвертьфинал, и они выходят в полуфинал, и это становится событием для Британии, потому что никогда до этого в полуфинал Еврокубка клуб английский не выходил. Дальше они выигрывают полуфинал и выходят в финал. Тут уже вообще начинается, конечно, безумие. А мы понимаем, что в случае, если они выиграют этот финал, то это и есть концовка фильма и концовка спектакля. Это, собственно говоря, кульминация. Тем более, что в финале Катя играла против своей бывшей команды Бешикташа турецкого, в котором у нее были достаточно серьезные такие, которым вопросы, да, в том числе и спортивные. И в итоге London Lions выигрывает финал, у нас уже есть финал фильма, но потом выясняется, что еще на самой большой арене О2 в Лондоне им предстоит матч за Кубок Англии, они его тоже выигрывают, и это становится ее последним матчем в ее профессиональной карьере. И это было уникально, потому что вошли кадры, вошли в спектакль, в фильм, где она делает свой последний бросок. То есть сотрудники этого О2 разрешили ей сделать, уже когда все
ушли зрители, она сделала свой последний трехочковый, одна на площадке, уходила, и за ней гасили свет. Это было настолько трогательно и настолько сильно, что эмоционально, что я вот я так хотел, чтобы белорусские спортсмены уходили вот так из спорта. Это было невероятно трогательно и невероятно сильно, потому что уходила вот реальная белорусская легенда. Миколай, вот нехта сказаў бы, что гэта тут спрацаваў прынцып кумаўства і карупцыі. Ну, па-першае, ты сябруеш са Сныцінай. Па-другое, ну, жонка Каці, яна працуе ў свабодным тэатры. Ну и как бы скажуць, вот одно за другое, а я б сказал так, зорки сышліся. Але тым не менш, угаварыць Катю, Кацярыну, которая в принципе ну, спортсмен добрый, да, ну кожны спортсмен высокого класса, и он 10 актор у души можа быть, але угаварыць яе на вот эту авантуру ці лёгка было? Вот уговорить было легко, а вот адаптироваться ей было так непросто, потому что она согласилась, она поняла, что, наверное, это вариант перехода вот этой карьеры, ведь этого в мире никто не делал, актеры, крупные спортсмены. Как нам американские продюсеры говорили, они работали в театре, но они играли чьи-то роли. Они играли какие-то роли в спектаклях, это было неоднократно. Или выходили в качестве камео где-то в фильме, играя сами себя, даже не играя, а просто присутствуя в кадре. А здесь просто ты должен выйти и 1,5 часа держать зрителя один на сцене. Это ну, почти невозможно. Но мы понимали, что у нас был опыт работы со спортсменами в театре, и мы знали, что если человек очень большая величина в спорте, он и в жизни, и в любой карьере, он вот последователен и настойчив. И то, что делала Катя, это просто во всех вселяло. Это была очень сложная работа, невероятно сложная. Для меня это был самый сложный спектакль. Да, это коррупция. Это коррупция. Мы как раз вот так взяли и использовали свое служебное положение. Непонятно только в каком смысле коррупция, потому что мы, кроме того, что потратили деньги, мы ничего пока не приобрели. Но в итоге вот когда я узнал, что для того, чтобы учить текст, а это 18 страниц английского текста, она встает, чтобы его времени нет, мы репетировали по 10-12 часов, и для того, чтобы его учить, она вставала в 5 утра, то есть я понял, что все у нее получится. И то, как она себя... Что бы ты ни говорил, где-то, если у нее есть вариант, что она думает, что это может быть не так, да, она пытается отстаивать свою позицию и иногда успешно, но в целом она просто следует за игрой, да, то есть она... Потом, когда ты начинаешь разбирать, я за нее и за Лену Левченко болел много лет, как болельщик просто. И ты начинаешь разбирать, ты понимаешь, что ее игра на площадке, она суть вот отражение того, что она делает в театре. Например, она все время играла, то есть она же играла лидирующая, она бросала по 20 очков, набирала за игру, а потом вдруг я заметил, как она набирает там 10-12, но все время в подыгрыше, все время то ставит заслон, то ставит блок, то есть работает на команду. И это было видно в ее игре последние годы, и ей это доставляло большее удовольствие, чем вот эта сольная звездная история. И вот здесь произошло то же самое. Она просто отдавалась команде и говорила, да, что надо, я буду делать. И то, сколько сил ей понадобилось, я, честно скажу, не знаю, готов ли был я на такое.
Ось сапраўды ведаеце, я не скажу что мы вот с Кацярынай Снытінай такія ўжо сябры, не спрабую тут дайсці до ўзроўня Халезіна, які ўсё ж таки нам нават красоўкі размалёваныя там ёй дараваў на падарыў на фінальную гульню. Але калі я уже вот скрылась конкретно агучана была вось гэтая вся, что Кацярына будзе у спектаклі іграць галоўную ролю, і я спрабаваў дамовіцца з ёй, каб яна прыйшла до мяне на эфир. Вот і яна мне пачала распісваць графік рэпетыцый і ўсяго астатняга, які склаў вот этот вот тиран і деспот. І я паглядзеў там сапраўды няма ні хвілінкі вольнага часу. Она говорит, я могу знайсці дзе-нибудь там у суботу ці ў нядзелю, можа быть якую-нибудь там гадзінку для того, каб там завітаць до цябе на эфир, а ў буднія дні часу банальна няма. За что ты так? Да это не я, это моя жена, я не виноват. Наташа, на самом деле, для нее это сейчас был самый большой вызов, и я не боюсь сказать, что она гораздо больше меня вложилась в этот спектакль своими силами, потому что она просто не может вообще остановиться, довести это до какого-то идеала. И я это понимаю, потому что я моноспектакли делал, и я в том числе и свой-то играл 17 лет, по-моему, подряд, поколение Джинс. Но для нее это был прямо вызов. Она сказала, мы ее подвести не можем, мы должны сделать все, чтобы это сработало. И на самом деле, да, это так и есть. Команда упирается как может. Вот еще, например, нашему видеографу, ему вылетать, он же режиссер фильма документального, выступает в роли режиссера, и украинец Дима Гук. И вот ему вылетать сегодня надо было из Берлина, а еще ночью мы пересылали друг другу видео и рекомендации, что делать с этим. И это... когда начинают вкладываться все вот так, то никто не может от этого отойти. То есть ты понимаешь, что слишком большая ставка. Ты уже не только свою репутацию. У нас репутация 20 лет складывалась у театра, и мы все-таки там в своей сфере не слабая, да, а ты же рискуешь репутацией человека, который впервые шагнет на сцену вообще, а он известная фигура, а он человек в баскетболе вообще невероятно уважаемый, и это было видно по London Lions, которой она там отыграла 2 года, но мы видели просто какое к ней отношение, это просто отношение на площадке человек, который все знает в баскетболе и все знает знает так свое тело и знает так, как себя вести, чтобы максимально эффективно работать, но это потрясающе на самом деле. Ось менавіта таму, прыгадаўшы вось гэтую нашу перапіску з Кацярынай, я калі падумаў, дамаўляючыся з Мікалаем, можа быць і Кацярыне напісаць, далучыць яе да эфіра, а потым падумаў, это ж 8 раніцы ў Нью-Йорку, хай атаспіцца хоць троху, калі будзе спаць, а то не дай же ж ні хвіліны ёй магчымасці адпачыць. Але мы с этим проектом, мы уже давно не театральные люди, мы уже стали вставать в 6-7 утра, это уже совершенно другая история. Я давно не ложился, чтобы я в 10 часов вырубался, не было сил спать, да. То есть, а у нее это вообще прям, то есть она не спит, она спит по, наверное, 6-7 часов, а учитывая, что она высокая и ей надо отдыхать много, реально, баскетболисты, это огромная энергия, а она на площадке не только играет как актриса, она играет и как баскетболистка. Бываешь такое у актеров, калі там на нервах там ці что-нибудь уже там достал этот режиссер своими придирками, когда там такое уже нервы не вытрымліваюць, да пошел ты, да я так это бачу, а не так было такое, были раз такие Нет, абсолютно ситуация сидит Наташа, делает разбор после репетиции, вносит коррективы, все, да, и я смотрю,
А тренер London Lions Стелл, она потрясающий, гречанка, потрясающий тренер. Я смотрю, а это вот то же самое. Вот прям то же самое. Только та с планшетом рисует какую-то комбинации какие-то, и сидят баскетболистки и смотрят, и запоминают, и рефлексируют. И здесь то же самое. Прям вот абсолютная копия. Я поразился, насколько близки театр и спорт. Вот насколько это прям рядом. Да. У нас уже, я говорю, был опыт такой, и тогда мне это как бы казалось, что да, вот очень похоже, но тут я прям увидел, что это вот прям копия. И та же самая самоотреченность, тоже нехватка денег на все. То есть вот это такая абсолютная копия, да, то есть потому что, допустим, условно, если говорить про мужской баскетбол, то там денег хватает на высоких уровнях, а в женском, как всегда, нет. И в театре тоже, в кино хватает, а в театре, как всегда, нет. Да? И вот этот остаточный принцип, как бы ты должен учитывать, что это будет непросто. Поэтому нет, мне кажется, что... Ну, я вообще-то никогда не повышаю голос и не кричу, и не... Один раз, по-моему, у меня это было за всю карьеру. А Наташа может так жестко говорить, но здесь в данном случае это не работает. Ну, оно просто не сработает. То есть иногда стоит там повысить тон на актера, потому что актеры могут там просто халтурить из-за того, что не просто повторять одно и то же на сцене каждый день на протяжении там 2 месяцев. И иногда хочется схалтурить, и ты можешь там прикрикнуть или что-то там, как-то чуть повысить тон. Но в этом случае совсем это не работает. То есть совсем. И так человек старается на пределе возможностей, и ты думаешь, почему я уже мокрый, а ты еще даже не вспотела, да? То есть она говорит, у нас там фрагмент есть в спектакле, где она говорит, там, я бегала по стадиону, она 17 лет, да, бегала по стадиону и до изнеможения, и потом легла типа на траву и лежала, когда первый контракт получила. И она сама себе говорит, сейчас, наверное, часа 4 мне так надо было бы бегать. То есть те кондиции, которые у нее, я, честно говоря, в шоке, потому что поддерживать, сидеть на жесткой диете, посещать спортзал, заниматься точно так же, как ты занимался спортивную карьеру. Я не знаю, кажется, как и все футболисты, условно, как расслабляются, да, после... Закончил карьеру, самое время съесть хот-дог, да, то есть, как бы, а тут нет, все дальше точно в том же режиме. Алкоголь нет, еда жирная нет, и все время, как бы, следить за собой. Ну, большие спортсмены, это большие люди. Ну да, і ў прамым і ў пераносным сэнсе. Глядзі, я читаю, галоўную ролю выконвае сама Кацярына Сныціна у тандеме з польска-брытанскай дыджэйкай Бланкай Барбарай. А польска-брытанская дыджэйка да спектакля пра спорт якім бокам? Коррупционная схема, ты же понимаешь, что коррупция везде работает. Точно. Лявончик, Стрижак и Халезин, два самых головных коррупционера Демщил. Мы делим все деньги. Бланка, жена Игната Сокола. Игнат 4 или 5 проектов работал с нами как композитор. Он белорус, выходец из Беларуси, сейчас они живут уже в Англии. И познакомились, когда он учился и жил в Польше, в Варшаве. И они женились, и это тоже история такая близкая к свободному театру, потому что мы очень много взаимодействовали и взаимодействуем. И сейчас он является таким продюсером в большом агентстве музыкальном, а Бланка практикующий диджей, которая такая на взлете сейчас. Они на самом деле оба крутые композиторы и оба виртуозные пианисты.
И вот мы подумали, что она идеально подойдет. И это такая реминисценция поколения Джинс. То есть, если я там работал с диджеем Лавром в том спектакле, где он аккомпанировал все, то здесь уже работает Бланка. Там была мужская пара, здесь женская. То есть, мы такой гендерный баланс соблюдаем. И это получился очень красивый альянс. Потому что она потрясающий композитор, она очень красиво работает с современными, вообще с современными, современно миксует и современно пишет музыку. И она не просто диджей, который стыкует чужие треки, она пишет всю музыку. И процентов 95 в спектакле музыки это написано ей. Мне кажется, что этот альянс получился. Тоже Бланка такой перфекционист. И вот это самое-самое тяжелое, когда у тебя вся команда перфекционисты. Вот тут у тебя начинается коса на камень, потому что это каждый хочет свой сегмент работы сделать идеально, и это очень такая сложно стыкуемая история, причем вроде как я представляю, что такое работать на больших уровнях, где люди не просто амбициозные, а еще и звезды, вот которые звезды, знаешь, которые избалованы деньгами, вниманием, и которые хотят диктовать. Вот эти столкновения планет, они очень сложные, потому что нужно учитывать все пожелания, и это не всегда просто. Два пытання, ну прынцыпе нават і звязаныя адзін з адным. Ўсё ж таки ўжо вот буквально у 20-х числах будзе прэм'ера. Але чаму Нью-Йорк? Нью-Йорк, потому что сейчас в Америке, ну, тут целый ряд причин, но одна из причин, мы давно не играли в Нью-Йорке, как бы получается, что нам нужно было сейчас сюда вернуться и вернуться с каким-то продуктом, который бы был для американской такой аудитории с вау-эффектом. А сейчас Америка переживает реальный бум женского баскетбола. Вот реально безумный. Вот сейчас мы позавчера ходили на матч Нью-Йорк Либерти с Лас-Вегасом, и это битком стадион, это арена, которая переполнена, Барклайс-арена, это невероятное шоу, это такое прям, ну вот WNBA, это женский NBA, стал очень похож на мужской NBA. Я уже не вижу, собственно, отличий. И тут тоже важна роль личности. Было несколько разных историй, которые очень женский баскетбол поднимали. С одной стороны, это история, когда баскетболистку арестовали в Москве и посадили ее, обменивали. И она стала сейчас олимпийской чемпионкой. И потом история Кларк. Кларк это... Вот я впервые увидел, что отношение к женской, к баскетболистке может быть адекватно, как отношение к мужскому звезде баскетбола. Вот Кларк, когда ее на драфте выкупила, по-моему, Индиана, и просто она стала какой-то вот прям юная икона такая, как все за ней следят, ты приходишь на стадион, и с фамилией Кларк майки у половины стадиона. И вот мы поняли, что нам хотелось сделать эту баскетбольную историю, чтобы она стартовала в Нью-Йорке, и потом проехалась по штатам, и мы придумали такую штуку. У нас на самом деле на сцене это половина баскетбольной площадки, то есть у нас стоит щит, у нас выложен паркет, это реально как будто половина площадки. И мы хотим после премьеры начать большой сет переговоров с британскими университетами, колледжами. Колледжевая лига – это баскетбольная вторая лига в Америке, а по популярности, наверное, и не уступает. И мы хотим поиграть прямо на баскетбольных аренах этот спектакль. Нам кажется, что это может быть таким... А где, как не в Америке, это делать? Но потом мы вернемся в Европу. У нас уже сейчас переговоры идут с Барбикан. То есть центр Барбикан как-то нас оккупировал уже на
на все ближайшие годы, и получается, что мы большинство премьер играем там. Это на самом деле престижно, потому что это все-таки главная театральная площадка Британии. И дальше европейский тур, то есть мы хотим все-таки этот спектакль много повозить, потому что опера была очень сложной для вывоза, и она и является очень сложной, потому что это очень загодя переговоры, очень длинный переговорный процесс, и когда ты вывозишь там 40 человек, 50 человек, это, конечно, другая история. Здесь это более компактно, и мы можем себе позволить уже поиграть это в Европе, при всем при том, что, конечно, вопрос денег это сейчас очень сложный, и это мы 3 месяца не получали зарплату, потому что были на грани уже закрытия театра, но пока выплыли, но не знаю, как уж будет дальше. То есть, но этот разговор не закончен на предмет того, что будет ли существовать свободный театр дальше. Для тых, хто будзе ў 20-х числах, больш дакладныя даты Мікалай назаве пазней, але калі вы будете ў Нью-Йорку ці паблізу, ці ў Штатах, ці ўвогуле, господі, сеў на самалёт ды прыляцеў, то, калі ласка, спасылачка на квіткі, якія можна набыць і наведаць эксперыментальны нью-йоркскі тэатральны клуб «Ла Мама» на вось гэтую выдатную прэм'еру, пастаноўку, новы спектакль КС6 Smile Forward, то, калі ласка. Ну і другое пытанне, якое я казаў, звязанае з першым. Вот Нью-Йорк, даты прэм'ерныя, і вот як любіць казаць прапаганда, акурат у гэтыя дні у Нью-Йорку будзе праходзіць Генасамблея ООН, где будзе ў тым ліку прысутнічаць і дэлегацыя як афіцыйная лукашэнкаўская Рыжынкоў, так і наша дэмакратычных сілаў на чале са Светланай Тихановскай. Супадзенне? Я бы даже сказал так. Наша официальная делегация во главе с Тихановской, и их неофициальная делегация. Нет, конечно, все у нас не случайно. И тут кумовство и коррупция, понятно. Да, и тут коррупция, и тут деньги делим, да. У нас 21-22 числа превью. Превью – это спектакли, на которые еще не допущена пресса. То есть это когда ты прокатываешь уже на зрителя, но еще можешь внести последние коррективы. И смотришь, как работает и технически, и актерски все. 23 и 24 2 дня это пресс-найт, это когда слетится вся пресса мировая, и где будут присутствовать в том числе со всеми медиа еще и специальные гости. 24 числа Светлана Тихановская со своей командой будут на премьере спектакля. Да, мы целый ряд ивентов, к которым мы готовимся, это разговор с влиянием на ООН и в том числе на целый ряд билетов будет выделен для этого ведомства. Да, мы остаемся верны своему кредо, что мы работаем не только с искусством, но мы работаем как белорусы, мы работаем и с политическим общественным полем. Так было всегда, и мы не будем это менять. Также будут общественные дискуссии. Вот Светлана будет участвовать 24-го в общественной дискуссии вместе с Катей и с Натальей Калидой. И кто-то из американских звезд будет в этой общественной дискуссии. Мы хотели бы, чтобы это была одна из медиа-звезд, таких медиаторов, которая провела бы эту дискуссию. И, говорю, целый ряд ивентов. И на самом деле ведь спектакль поедет потом в Вашингтон, Бостон и Чикаго. И в Вашингтоне уже Госдепартамент и Конгресс закупает билеты, чтобы присутствовать там политикам многим и чиновникам Госдепартамента. Ой, ну я ведаю, что ты як кавалер ордэна брытанскай імперыі маеш права дасылаць запрашэнні на свае імпрэзы мерапрыемства членам каралеўскай сям'і.
Ну каралеўская сям'я відаць у Нью-Йорк наўрад ці паляціць А каго ўсё ж таки з таких шаноўных госцікаў чакаеце Мы сейчас не будем объявлять фамилии, потому что как бы это сложно, потому что у людей графики, и если кто-то там объявишь, а он не придет, то это будет некрасиво. Но мы хотим целый ряд гостей из сферы спорта, и из сферы политики и журналистики. То есть мы хотим, чтобы вокруг этого спектакля возникла дискуссия и возникло дискуссионное поле, потому что на самом деле не случайно еще Америка, потому что мне кажется, что, и не мне кажется, это миру должно казаться больше, чем мне, что в ноябре как раз, когда мы будем там и будем играть спектакли, будет решаться очень многое в жизни этой, скажу громко, планеты. Поэтому этот спектакль, он как раз для американской аудитории будет очень важен, чтобы понять, к чему может привести вот наплевательское отношение к политике, которое было у белорусов там в 90-х, и то, что сейчас мы наблюдаем во многом в Америке. Поэтому это будет разговор достаточно жесткий, и мы даже внутри спектакля достаточно жестко ставим эти вопросы, то есть и в том числе и о белорусской истории. Ведь история Кати – это не просто история спортсменки, которая уходит на спортивный покой. Это история белоруски, которая экстремистка, которая ее признана экстремистскими, ее любые социальные сети, она объявлена там вне закона у себя в стране, она лишилась, по сути, родины и общения со многими людьми, с которыми она хотела бы общаться. Она пережила революцию, она пережила камин-аут, она пережила то, что происходит со всеми нами, то есть вот эту волну эмиграции, которая вынужденной миграции, которая сейчас происходит с белорусами. Поэтому она, собственно говоря, в ней очень многое сошлось, как вот в фокусе, да, это как на пластинке Dark Side of the Moon, Pink Floyd, вот этот луч, который, белый луч, который бьет в призму и расслаивается на такой радужный, да, то есть ты понимаешь, что в человеке слишком много всего сошлось из нашей страны, из нашей истории. Владимир тут пытается цікава думкі спадара Халезіна наконт канчыны Маслюкова. Ведаеце, мы інтэлігентныя люди, поэтому я б вот не хотел, каб Халезін мацюкаўся ў эфіры. Калі цікава, ён рабіў допіс у сябе ў сацыяльных сетках і ў тэлеграм-канале ў сябе. Калі ласка, можете зайсці на тэлеграм-канал Миколая Халезіна. Вельмі просто ХЗ Халезін знает і пачытаць вот тое меркаванне, якое мае спадар Миколай адносна фігуры Маслюкова. А я думаю, что не варта нам яго тут абмяркоўваць, але... Я могу только сказать, что воспользоваться упоминанием Маслюкова и сказать, что мне русский КВН надоел не только в исполнении Маслюкова, но и в исполнении Путина. И вот чем быстрее это все закончится, тем быстрее мы забудем вот про все эти имена и будем заниматься своими делами. Ці магчыма, вот просто вот як рэжысёра, мне Франак Вячорка рассказываў, ну ён жа ж будзе у дэлегацыі, якая зараз будзе ў Нью-Йорку, і мы прыгадалі з ім папярэднюю генасамблею, дзе ён сустрэўся з тагачасным так званым міністрам замежных спраў Алейнікам і расказваў гэтую гісторыю. Это потым ужо ўвайшла гэта аповед у аналы, так бы мовіць, міжнародных адносінаў. І ён кажа, вот спадзяемся, что такая ж вот сустрэча адбудзецца, ну калі не ў Светланы, то можа быть у Франыка с Рыжынковым. Вот табе вот як рэжысёру, як бачыцца такая гэта сустрэча ў калідорах генасамблеі ООН прадстаўніка дэмакратычных сілаў, того ж Франыка ці Ціхановскай і вось гэтай нелегітымнай дэлегацыі?
Да, да, знаешь, вот это, мне кажется, что не нужно придавать этому вот такое большое значение. И вот этот пафос, как бы, который у нас всегда хочется же сказать сразу все, да, сразу причем вывалить все хочется сказать там, да как вы можете, да что вы это. Нет, надо переводить это все в бытовую плоскость. Нужно просто подойти и сказать: "Ну что, ты не устал еще там?" Потому что у меня фотография есть, где его папа застегивает лыжи Лукашенко. И вот ты не устал еще застегивать лыжи, блин? То есть, у тебя вот почему эти люди достаточно молодые, готовы вот эту посвятить свою жизнь служению одному какому-то, совхозному директору? Вот что за такая странная. Вот я про это бы спросил. Вот ты радует тебя твой каждый рабочий день? Тебе нравится, вот кому ты служишь и как ты служишь? И я даже ответ, наверное, не стал бы слушать. Пошел бы и пошел, потому что мне ответ не интересен. Мне интересно, как он себе его задает, этот вопрос. Вот когда он просыпается утром и идет на работу, вот что он себе говорит, да, и что они вообще все себе говорят. Когда они сидят на совещаниях, вот так вот опустив глаза и боятся поднять, потому что если увидит их взгляд этот человек, то он начнет на них говорить, там, почему у тебя корова обосранная? Ну вот, блин, невозможно это все. Это недостойно нашего внимания. Оно достойно внимания только с точки зрения изменения ситуации. Больше ни в каком смысле. Николай, пытанне можа быть 10 пра санкцыі, але пра палітвязняў зараз вот нібыта рыхтуецца чарговы спіс палітвязняў да вызвалення з лукашэнкаўскага гулагу. Хтосьці кажа, что ну можна назваць, конечно, імёны, але ладно, хтосьці кажа, что гэта вот санкцыі спрацавалі, яны прымусілі яго ўсё ж таки пачаць вызваляць, асабліва з улікам того, что неяк Воскресенскі заявіў про тое, что ну надо ж нам пополнять ВВП, можна ж вот таргануть трошечку там палітвязнямі на тое, каб санкцыі снялі і гэтак далей. Але хтосьці кажа, что гэта закид Лукашэнкі у бок захада, намёк типа там подміргивание такое, что давайте спрабаваць перегарнуть сторонку. Кто-то кажа, что это на внутреннюю аудиторию на фоне 25-го года. Твое меркаванне, что спрацоўвае? Да, конечно, работают санкции. Ну, это видно даже по тем переговорам, которые ведут власти. То есть все разговоры, которые ведут с Евросоюзом и со Штатами, это мы отпускаем политзаключенных, вы ослабьте и отмените хотя бы ряд санкций. То есть они говорят только об этом, больше они ни о чем не говорят. Но единственное, что пока удается удерживать вот от этой отмены санкций, там не сильно-то надо сейчас стараться в условиях войны, да, что человек-то вообще на самом деле военный преступник пока-то, как мы видим, да, который соучастник этой войны. Поэтому как бы не нужно особо стараться, чтобы там эти санкции не отменяли. Но меня другое возмущает. Ты пытаешься нас убедить, что ты кого-то освобождаешь. Первое. Почему ты освобождаешь тем, кому осталось сидеть там месяц-два? Я за то, чтобы все вышли на свободу. Я приветствую каждого человека, кто выходит на свободу, потому что я знаю, что это такое. Что это такое для этих людей, что такое для родных их, для всех. Вот это ад человека, который переживают эти семьи. И этот ад у кого-то заканчивается. Но этот цинизм, мы отпустим, значит, тех, кто уже в фазе, там, как Стусев, болезни, которую неизвестно, вылечит он или нет. Второе, он освобождает тех, кому и так уже выходить. И третье, это он освобождает 25 и сажает в это время 30. То есть, что ты хочешь мне объяснить? Что ты пошел на какие-то там добровольно на то, чтобы изменить ситуацию? Нет. Ничего ты не меняешь. Ты цинично пытаешься торговать и пытаешься отменить санкции. А я понимаю, что ему нужно продавать калий, ему нужно продавать все, что там, хоть что-то продавать. И при этом он хочет, чтобы с него сняли санкции и поставлять в закрытую оружие для России. Это же очевидно, что это его главная сейчас цель, потому что это самые большие сверхприбыли, которые можно получить.
Ну вот вызваляюць і ў кожным эфіры у Азаронка галоўны вызвалитель Воскресенскі плачется: почему мне не скажут дзякуй, там ни Латушка, ни Вечорка, ни той же самый Халезин? Навошта им это так трэба? Мне вообще этот человек не интересен, потому что я на предателей насмотрелся в жизни. Я не хочу с ними... Я предателей не люблю как факт, да, потому что пусть он посмотрит фильм «Возрождение», где ту роль, которую сыграл Гостюхин, и поймет про себя что-то, наверное. «Возрождение», говорю, «Восхождение». Станет понятно человеку про себя. Но разговаривать и общаться с ним, первое, этот человек ничего не решает. Второе, этот человек циничный предатель. И третье, этот человек никому не интересен, потому что на самом деле, что бы он ни говорил, он либо может повторить то, что ему сказали в администрации, либо он будет пытаться угадать, что ему скажут в администрации, и задавать тренды для того, чтобы его там первое не посадили, второе, чтобы оставаться на каком-то плаву. Но на самом деле, что это шифрование пустых мест, оно для нас бессмысленно, потому что времени на это совершенно нет. Вот ты узгадаў гэты момант, что выпускае пэўную колькасць людзей, но можа быть нават больш людзей ізноўку по палітычных матывах трапляюць за краты. То есть адных вызвалілі, других посадили, а нават больш... Первый раз так и было. 15 освободили, 25 посадили в это же время. И в той же час той же Губазик с таким здзекам піша ў сябе: тут 30 месяцаў на лесапавале вызваліліся там змагары, майце на ўвазе. На фоне гэтага вот той же самый Валерий Карбалевич кажа, что вот гэты факт, что чарговую партию посадили, осудили и посадили, гэта ўжо звыкласць, гэта ўжо норма, на жаль, але норма сучаснай Беларусі, и гэтым нікога не здзівіш. А вот тое, что вызвалили... Да. И на самом деле, понимаешь, вот ведь это самое ужасное, что вот этот торг, он все равно происходит. То есть да, и потому что система существует помимо Лукашенко в том числе. То есть она сама уже это все репродуцирует. Это Губазик как брал людей, так и будет брать. Что бы ему ни говорил Лукашенко. Лукашенко не запретит, ему не может сказать: все, никого не арестовывать. Нет, они будут выполнять план, потому что им нужны повышение званий, пенсии, чтобы их не уволили и так далее. Они будут этим заниматься, потому что система не подконтрольна на сегодняшний день власти. Она подконтрольна с точки зрения: я тебя могу посадить, да, то есть любому чиновнику может сказать Лукашенко: я тебя посажу и посадить, да, но это не тотальный контроль, потому что система теперь сама продуцирует идеи. Она сама предлагает: вот этих мы будем сажать, а этих сажать не будем. Потому что все проконтролировать невозможно. Не может Лукашенко ходить за каждым политзаключенным и знать каждое это дело. Потому что всем этим занимаются вот эти сатрапы, которые делают то, что они хотят делать. Ты сказаў словы про тое, что вітаем вызваленне кожнага, неважно колькі ему засталося до конца тэрміна, месяц, дзень, год, вітаем. А зараз наадварот кажуць про тое, что ну не наадварот, а ў працяг гэтай тэмы, что дэмсілы, лідары, да кожны з нас, маўляў, павінны рабіць усё можа быть нават што заўгодна дзеля того, каб людзі выходзілі на свабоду. Ну что можна зрабіць? Ну можа быть, я-то нічога такого асаблівага не могу в этом накірунку зрабіць. А вот скажем, Халезін, Тихановская могуць заклікаць захад, каб яны здымалі санкцыі у обмен на вызваленне палітвязняў. Спрацуе? Вот готовы ты на гэта пайсці? Я скажу, что санкции нужно отменять только когда не будет Лукашенко. То есть я понимаю, я трезвый человек, я адекватно воспринимаю ситуацию. Ничего хорошего от того, что будут отменены санкции, белорусов не ждет. Ждет худшее, чем есть сейчас. Объясню почему. Потому что отмена санкций не приведет к тому, что у белорусов станет больше хоть на копейку денег.
Не приведет. Это все равно Лукашенко в данном случае говорит о себе и о своих прикорытниках. Только они получат прибыль от этого. Второе, как только он начнет и появится первая закрытая информация, что он купил бомбы у Ирана и поставил их в Россию, вот тут начнется уже свистопляска другая. Это будут уже не санкции, а это уже будет уже невозможно будет пройти Лукашенко вот по этому вот лезвию, да, что я иду и не воюю, и воюю одновременно. Да? Для Путина я воюю, а для Европы я не воюю. То есть уже так не пройдешь. Потому что отмена санкций повлечет за собой поставки либо продукции двойного назначения, либо вооружений напрямую в Россию. Потому что это спасает Лукашенко финансово. И не нужно думать, что санкции отменят, пойдут потоки товаров и так далее в какие-то страны, появятся деньги, и он их начнет раздавать людям. Но это же смешно. А что 20-30 лет не раздавал? Две тэмы, я разумею, что табе трэба ўжо бегчы. Два пытання на завяршэнне. Першае, узніклі ізноўку ў чарговы раз тэмы: пойдзе на выбары ці не пойдзе. Ой, пойду, ой, не пойду, вы не так поняли. Ну, тут вот вярнуўся у эфиры Сергей Чалы, дзе сказаў: я не адмаўляюся ад сваіх словаў, не пойдзе ён на выбары, не трэба яму гэта. Я разумею, что ты не ванга палітычная, але тым не менш, вот твоё бачанне. Мне кажется, что пойдет. Тут я с Сергеем большую часть всегда согласен, а тут, наверное, нет. У меня ощущение, что выхода-то нету другого. То есть пойдет на выборы, подставит еще каких-нибудь 3 человек там себе в компанию, у которых никто не знает имен и фамилий, объявит эти выборы, потому что у него ведь есть 10-й и 20-й год, как пример такой сложно проведенных, да, кампаний, а есть пример 15-го года, где вообще ничего не произошло, где просто вот так на вылет вылетели эти выборы, никто нас не обратил на них внимания. Да. И вот я думаю, что они хотят вот такой сделать 15-й год, ремейк, чтобы это все такое втихаря прошло, якобы выборы, но не выборы, а потом объявить 86%, сказать, что я еще тут 5 убавил и так далее. То есть ничего нового тут не будет. А какой вариант ему? Уходить, чтобы оставить кому? Или переструктурировать это Вселенское народное собрание, но оно не работающий механизм, он сам в него не верит. Он начал было в него играть, когда подумал, что буду Назарбаевым. Он потом посмотрел, что стало с Назарбаевым, и сказал: да не буду я это делать из себя Назарбаева, не дай божок. Поэтому не верю я, что он не пойдет, потому что слишком ставка высокая. Учитывая, что ты военный преступник, у тебя ставка еще выросла вдвое. Сложно. Коротко, калі вот гэтую тэму уже закранули, 25-го года пойдзе ён, а Тихановская, як некаторыя кажуць, трэба нейкім чынам праз нейкую там, я не ведаю, выборы там ці іншы нейкі механізм, як это кажуць, подтвердить свой мандат. Да, ну это смешно, когда люди говорят, что она должна подтвердить свой мандат, но она его получила во время процедуры выборов. Процедуры. Кто сейчас может обеспечить какую процедуру? Мы по выборам в Координационный совет видели, что получилось, да, что там сколько-то 6 тысяч проголосовало. Если бы сейчас шло по нарастающей, то есть вот условно через год существования Координационного совета провели бы новые выборы, посмотрели бы на систему, растет или не растет число, как это работает и так далее. Тогда можно было бы говорить, что может попробовать в 25-м что-то альтернативное провести. Но я не вижу механизма. Я не вижу, трезво посмотреть на вещи. Какой механизм может быть подтверждение этого? Какой-то плебисцит, то есть какой он? В интернете на страничке на одной или как?
не очень это понимаю. То есть механизм, который, допустим, условно там какая-то платформа, там «Голос» или наша «Новая Беларусь» и так далее, они могли бы быть, если бы они шли в этом направлении быстрее. Но я понимаю, что Паша Либер не может так ускориться, да, расширяя эту платформу, то есть чтобы она дошла до уровня, ну, подтверждения там хотя бы на уровне там миллиона человек проголосовавших. Или там, ну, ну, вот миллион, мне кажется, это какая-то уже цифра, когда ты можешь этими цифрами оперировать. Так, 4 нагадкі тым, хто нас глядзіць і слухае. Першае, подписывайтесь на телеграм-канал Миколая Халезина. ХЗ Халезин знает. Спасылочка будет тут. Другое, подписывайтесь и глядите усе выпуски вельмі цікавыя YouTube канала Миколая Халезина перетром с Халезиным. Раю. Спасылочка на квитки на спектакль, на постановку с Катериной Снытиной. Тут у нас вось подвешенные у нашей комментаторской. Калі вы раптам альбо в Нью-Йорку, альбо плануеце там быть у 20-х числах, абавязкова набывайте квиток, и тэатральны клуб «Ла Мама» вас з задавальненнем сустрэне. Ну и безумоўна, ужо на заканчэнне, так вот вельмі сарамліва и просто YouTube канал Еврорада, подписывайтесь на яго, ставьте свои подобаечки, натискайте на звоночек. Ну и Миколай, да. Я хочу один сюрприз объявить. Нарешті. Если вы не можете побывать в Америке, посмотреть спектакли, или потом не сможете побывать в Британии, или в тех странах, где будет этот спектакль идти, мы хотим для вас сделать сюрприз и приблизительно к Рождеству этот спектакль показать по Ютубе, чтобы все-таки белорусы могли посмотреть, поскольку все наши спектакли мы делаем в первую очередь для белорусов. И не волнуйтесь, без этого спектакля вы не останетесь в любом случае. Вось такі навагодні падарунак абяцае зрабіць Миколай Халезин і ўся каманда свабоднага тэатра на чале з Кацярынай Снытинай да Новага года. На завяршэнне, Миколай, на фоне вось гэтай інфармацыі пра шахеды, якія лётаюць у Беларусь там як праз прахадны двор, а часам і праз Беларусь залятаюць у Латвію, ці не падаецца табе, што мы ўсё ж таки ўжо вельмі блізка на мяжы вайны знаходзімся? Як там было твое прадказанне, что 10 вот 9 ноября, да, вот магчыма пачатак, гарачы пачатак трэцяй сусветнай. Знаешь, у меня есть ощущение, что эти шахеды залетают не случайно. И вот почему. Уже неоднократно Путин как бы проверял вот эту границу, лимиты, да, те линии, которые проведены Западом. Я помню, как раз за разом воздушные суда и в основном военного назначения нарушали границу Великобритании воздушную. И я помню, каким замешательством на это смотрели руководители британского Министерства обороны. Сбивать, не сбивать, что делать, да? И пока как-то эту линию они не выдержали. То есть Путин понимает, что пока НАТО и вообще Европа и США, они смотрят на это сквозь пальцы. Они не решаются принять никакие меры. Если бы я был президентом Латвии, ну, это странно бы сейчас звучит, да, но если бы я был президентом Латвии, я бы дал задание сбивать сразу. Пересечение границы сразу сбиваешь, все. Слушай, он сбил воздушный шар с мирными туристами в начале своей карьеры. И вообще ничего не произошло, да. А тут летит военного назначения аппарат. Ну, что это за чушь? Почему он должен пролететь над территорией моей страны? Это что за бред? И при этом я нахожусь в НАТО. То есть это значит, это НАТО не принимает подобных решений. А это значит, что Путин эту границу будет пытаться подвинуть все дальше и дальше.
И ничего хорошего нас не ждет вот в этом смысле. Поэтому а то, что Лукашенко, да, я говорю, это человек военный преступник. Почему? Потому что шахеды по территории Беларуси летают, никто ничего не говорит, МИД не делает никаких заявлений, никто не сбивает эти военные объекты. Что за проблема? Совершенно очевидно, что это участник этой войны. Ну і вот карыстаюся момантам, я б хацеў заклікаць вас, наши хлопцы беларускія добраахвотнікі з беларускага добраахвотніцкага корпуса аб'явілі збор на набыццё рэбаў. Вельмі актуальная штука для того, каб що ж таки ратавацца ад гэтых варожых шахедаў і іншай нечысці. Таму калі ласка, калі у вас ёсць такая магчымасць, падтрымайце збор хлопцаў, яны скажуць вам дзякуй, і мы таксама с Миколаем. Дякую, великий Миколай Халезин. Яшчэ раз Халезин знает, перетром с Халезиным. Ну и квитки на новый спектакль свободного театра. Перадавай абавязкова прывітанні мае і найлепшыя пажаданні Кацярыне Сныцінай. Спадзяюся, што як будзеце у Варшаве з прэм'ерай, то завітаеце да нас у студыю. Дзякуй, да сустрэчы. Жыве Беларусь.